35 новаторов участвуют в 12 номинациях премии «Гордости Якутии». Первая всенародная премия «Гордости Якутии», организованная холдингом «Саха Медиа», проводится с целью привлечь внимание общественности к созидательному, творческому труду, к победам и достижениям наших современников, профессионалов в самых разных сферах и областях. Сегодня более подробно об этой премии мы будем говорить с нашим гостем. Рада представить вам редактора проекта «Гордости Якутии» Григория Фоменко. Доброе утро, Григорий. Утро. Ну, расскажите нам, когда стартовал данный проект. Мы знаем, что он уже с прошлого года. Да. Только небольшое уточнение хочу по номинации «Новатор». Именно в номинации «Новатор» участвует у нас 35 кандидатов. Вот это наша последняя номинация. То, что я сказала в начале. Да, да, как вы и сказали, голосование стартовало вчера и завершится в пятницу. У нас всегда такой формат для голосования. С понедельника по пятницу отборочный этап. И потом определяется пятерка финалистов, набравших наибольшее количество голосов. И уже среди них в ближайший понедельник стартует новое голосование. Хочу отметить, что голоса, которые кандидаты набрали в ходе отборочного голосования, обнуляются. Многие из-за этого очень расстраиваются, многие радуются, ну, как бы у всех по-разному. Ну, что касается проекта, да, мы знаем, что там очень много номинаций, да? Какие номинации уже были выбраны? Да, вообще проект включает 12 номинаций. Проект мы стартовали 27 сентября 2017 года, в День государственности Якутии. И за это время, за год с лишним, год и 3 месяца провели около 12 номинаций. У нас были летние каникулы, потому что люди уезжают в отпуски. Мы подумали, что не совсем будет своевременно проводить какие-то конкурсы. Нечестно, да? Ну, и нечестно тоже, да. А честность во главе угла у нас, конечно. И 12 номинаций, в том числе учитель, врач, молодежный лидер, деятель культуры, народный мастер, предприниматель, человек труда, труженик села, новатор, доброволец и еще 2 номинации. Так достаточно много уже, да? Мы постарались охватить все области, все направления, в которых занят человек. Ну, насколько активно голосуют жители республики и было ли какое-то рекордное количество голосов за ту или иную номинацию? Да, и еще хочу продолжение мысли сказать о том, что победитель номинации «Предприниматель» Руслан Федотов именно в номинации «Предприниматель» отметил, что ему было очень лестно, что предприниматели теперь ставят в один ряд с такими людьми, как учителя, врачи. То есть, если раньше отношение было немножко такое своеобразное, да, действительно. Да, то сейчас все понимаем, что без предпринимателей развитие ни республики, ни страны, ни экономики вообще ничего невозможно. Наибольшее количество голосов у нас поступило в номинации «Врач». Около 95 тысяч голосов, даже 98, насколько я помню. Но это в ходе 2 этапов, и отборочного, и финального. И, как вы знаете, или, может быть, как телезрители знают, голосование проходит не только на сайте, но и в социальных сетях. То есть в эти 98 тысяч входят и голоса на сайте, и голоса, которые поступили в Инстаграме, и голоса, которые поступили в Facebook и ВКонтакте. Да, мы были очень рады, что такой интерес вызвала номинация «Врач». Мы рады интересу к любой номинации, естественно. Ну, вот что касается номинации «Новатор», да, за которую вот вчера был дан старт голосованию, да, сколько участников, сейчас пока отборочный этап идет. Да, отборочный этап, как вы уже сказали, 35 участников. Я как редактор настраивался как минимум на 30 новаторов, но рад, что их получилось больше. Вообще, чем больше участников, тем лучше. К участию приглашались якутяне, проживающие на территории Якутии, возрастом, любого возраста, от 14, это может быть ученица, которая какой-то разработала проект, возрастом от 14 и до 85, мы так указываем. Но на самом деле может человек любого возраста поучаствовать. Приглашались люди, которые генерируют передовые идеи, как я уже отмечал. А если вот вспомнить, да, был ли какой-то из участников с каким-нибудь
необычным возрастом или с необычным делом. Да, любопытные факты есть. Допустим, в позапрошлой номинации «Труженик села» у нас победительницей стала Аграфена Сутакова из Амгинского улуса. Ей 80 лет, и она доярка и работает до сих пор, несмотря на уговоры родственников, там, земляков, прекратить это дело, она продолжает доить. Ну, это, конечно, очень такой показательный пример и для земляков, и для молодежи, вообще для населения. И она прибыла к нам на промежуточное награждение, вот, в добром здравии, очень бодро говорит. Ну, вот, вообще Амгинский район у нас очень активный. Да. Насколько я помню, 4 уроженцев Амгинского улуса у нас победили в номинациях. Даже могу вспомнить номинации, если нужно. Ага, нет, не стоит. Давайте немножко поговорим о как раз-таки номинации новаторства. Да? Оно до какого числа продлится голосование? Самое главное сейчас надо. Да, голосование началось вчера, 19 ноября. Голосование за новатора завершится 23 ноября, в пятницу. И в этот день определится 5 финалистов, набравших наибольшее количество голосов. Суббота-воскресенье мы все отдыхаем, и в понедельник с новыми силами начинаем финальное голосование. Григорий, огромное вам спасибо, что приняли участие в нашей программе. Мы желаем проекту только развиваться и продолжаться. И призываем всех телезрителей активно голосовать вот за новую номинацию новаторства.